Ирак Кунпултар. Это означает «доброе утро» по-чувашски. Почему именно заговорили по-чувашски? Ну, хотя бы 3 слова попытались сказать. Так это потому, что сегодня отмечается День чувашского языка. Вообще немного информации справочной. Число говорящих людей на чувашском языке в России около 1 миллиона человек. При этом численность этнических чувашей около 1 миллиона 436 тысяч человек. Более 55% из числа проживает в Чувашии. И, по мнению ученых, кстати, русский язык заимствовал из древнечувашского, он же булгарский язык, около 100 слов. Среди них, вот, например, жемчуг, овраг, серьга, хозяин и другие. А еще интересный факт. В чувашском языке существует около 50 синонимов к слову красиво. Значит, сегодняшний день, скорее всего, будет обязательно красиво. Уже спасибо большое за такие энциклопедические познания. Ну а мы, дорогие телезрители, приветствуем вас и, как всегда, желаем вам прекрасного, доброго утра. И это «Утро Якутии». Оставайтесь в ближайший час вместе с нами. И, как всегда, мы постараемся сделать это утро прекрасным. А может быть, даже еще раз заговорим по-чувашски. Ну, это не точно. Ну, как минимум, уже про жемчуг можешь поговорить или еще про что-нибудь. Да, вы про овраги. Ну и, как всегда, начнем мы с рассказа о погоде. Сегодня температура на 6 часов утра в центральных районах была на отметке минус 5 градусов. В Заречной группе минус 4 плюс 3 градуса по знаку Цельсия. В южных районах до минус 1, в Вилюйской группе 3-4 со знаком минус. В Нижнеленских 6-11 ниже 0, в западных регионах 1, минус 5 со знаком минус. В Колымендигирской группе улусов 16 градусов ниже 0, в Янских 11,4 градуса мороза. На северо-западе ожидается до минус 11. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 5 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 10 метров в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Порывы ветра ожидаются до 14 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 1 градуса. Ну, мы продолжим говорить про чувашский язык. Что-нибудь знаешь на чувашском? Жемчуг. Ну, я вам сказал, это уже давай. Там сколько? Около 100 слов, мы 4 только назвали. Серьга, хозяин. Ну, это тоже вы сказали. Давай, вот в течение эфира мы должны еще найти, наверное. Попытаться хотя бы остальные, примерно 96 слов. Ну, а раз заговорили, опять же, о чувашском языке, о том, что сегодня день чувашского языка, давайте узнаем, какими еще событиями сегодняшний день можно вот отметить в календаре. На календаре 25 апреля. Сегодня отмечают День дочери, Международный день делегата и Всемирный день пингвинов. По народному календарю Василий Парильщик. На Василия весна землю парит, подмечали крестьяне. Если поговорка оправдывалась и солнце действительно хорошо прогревало почву, можно было рассчитывать на хороший урожай. Этот день в истории. В 1895 году в этот день подписан указ об учреждении Русского музея императора Александра III, ныне Государственный русский музей. В 1901 году, 25 апреля, в США официально введены автомобильные номера. В 1934 году принято постановление о переводе Академии наук СССР в Москву. В 1942 году основан Московский монетный двор Госзнака. А в 1945 году в этот день завершилась Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция советских войск. В этот день родились Семен Буденный, советский военачальник, герой гражданской войны, маршал Советского Союза. Вольфган Паули, швейцарский физик, один из создателей квантовой механики, нобелевский лауреат. Василий Соловьев-Седой, советский композитор, песенник, народный артист Советского Союза. Аль Пачино, американский актер театра и кино, режиссер, продюсер. Владимир Жириновский, советский, российский государственный политический деятель. В этот день также родились Владислав Третьяк, советский хоккеист, трехкратный олимпийский чемпион, общественный деятель России, и Елена Ким Татаринова, музыковед, педагог, заслуженный деятель искусств Республики Саха-Якутия, отличник культуры Республики Саха-Якутия. Именины сегодня отмечают Василий, Давид, Иван, Мария, Марфа и Сергей.
Доброе утро. Коротко о самых заметных событиях к этому часу. Кабмин продлил действие меры по выплатам многодетным семьям на погашение ипотеки. Семьи с 3 и более детьми могут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. В прошлом году было предоставлено более 180 тысяч таких выплат. По поручению президента правительства продлило действие этой меры еще на 7 лет. Льготы смогут получать семьи, в которых третий и последующий ребенок родится до 31 декабря 2030 года. Это поможет родителям получить помощь государства для приобретения жилья. В прошлом году было предоставлено около 190 тысяч таких выплат. Теперь мы продлеваем такую меру еще на 7 лет. Для тех, у кого третий и последующий ребенок родится до 31 декабря 2030 года. Это поможет родителям воспользоваться помощью государства для приобретения жилья. В Якутии продолжается поддержка членов семей участников СВО. Так, на сегодняшний день 32 семьи воспользовались правом на перевод в приближенные к месту жительства детские сады. А детей из 2 семей в первоочередном порядке зачислили в группы круглосуточного пребывания дошкольных образовательных учреждений. Кроме этого, начиная с этого года дети бойцов будут получать бесплатные путевки в лагеря, располагающиеся за пределами республики. Таким правом обладают дети военнослужащих от 6 месяцев до 18 лет. Мы предлагаем нашим родителям подойти в муниципальное управление образованием, где есть база данных семей участников специальной военной операции или те, которые вновь заявлены. И эти семьи тоже могут подать заявление для участия в распределении путевок. Названы самые высокооплачиваемые вакансии на майских праздниках. Сервис «Работа.ру» и «Подработка» изучили базу вакансий, на которых работодатели будут рады видеть новых сотрудников. Вот рейтинг самых высокооплачиваемых предложений на майские праздники. Водителю туристического автобуса в Москве заплатят 190 тысяч рублей. Тренеру по бадминтону в Санкт-Петербурге предлагают от 120 тысяч. В Сочи водителю на личном автомобиле готовы платить от 120 тысяч рублей. Работнику предстоит заниматься доставкой продуктов. Графическому дизайнеру в Красноярске предлагают 100 тысяч рублей. В Мытищах фотограф-водитель категории «Б» может получить до 97 тысяч рублей. В Москве бариста в магазине здорового питания готовы оплатить от 74 тысяч рублей. Компаниям рекомендовали высаживать людей при духоте в самолетах. Ространснадзор попросил авиакомпании исключить случаи нахождения пассажиров в самолете при высокой температуре воздуха в салоне. Это следует из письма начальника управления службы по надзору и гражданской авиации Владимира Ковальского. Эту рекомендацию надо довести до подконтрольных авиакомпаний в срок до 22 апреля в связи с наступившим весенне-летним периодом. Допустимые значения температуры воздуха в пассажирской кабине воздушного судна составляет от 20 до 25 градусов. В Якутии продолжается голосование по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2005 году. В этом году республика представила 67 объектов, пока свои голоса отдали свыше 100 тысяч якутян. Всего в рамках проекта с 2017 года благоустроено более 111 тысяч объектов. В 2019 году проект получил статус федерального и вошел в состав нацпроекта «Жилье и городская среда». С 22 по 28 апреля этого года объявлена неделя популяризации лучших практик укрепления здоровья на рабочих местах в честь Всемирного дня охраны труда, который отмечается 28 апреля. Какие есть практики укрепления здоровья и что для этого проводится, узнаем у наших гостей. И у нас в гостях врач-методист с отдела муниципальных и корпоративных программ общественного здоровья Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анжела Свешникова и начальник отдела коммуникации Центра «Мои документы» Анастасия Лазарева. Именно Центр «Мои документы» по итогам 2023 года стали лучшими среди корпораций, которые приняли эту программу. Доброе утро. Доброе утро. Ну, вопрос первый, да, Анжела Николаевна. Вообще с какого года, в принципе, практикуются корпоративные программы? В настоящее время у нас в стране реализуется проект «Демография», в рамках которого предполагаются проекты федеральные, региональные, и они предполагают разработку корпоративных программ укрепления общественного здоровья. У нас же в республике с 2019 года проект благополучия работника
проект вошел с 2019 года как пилотный, получается. Ну и сразу, наверное, хочется, да, чтобы понимание было, что есть корпоративная программа, что из себя представляет. Ну, вообще охрана здоровья населения, корпоративные программы являются основным, как бы, здоровьесберегающим, как сказать, инструментом, да, для поддержания вообще всей здорового образа жизни, да? Здорового образа жизни начинается, в общем-то, с корпорации, можно сказать, потому что эти инструменты включают в себя и здоровое питание на здоровом месте, физическую активность, да, также стрессоустойчивость человека. Ну вот, мои документы, да, стали лучшими, да, по итогам 2023 года. Вот, Анастасия Алексеевна, как организована работа именно в центре «Мои документы» по сохранению и укреплению здоровья сотрудников? Ну, в нашем центре хочу подчеркнуть, что работает более 500 человек по всей республике. Они оказывают более 900 государственных муниципальных услуг. И, соответственно, здоровье — это очень важная часть именно поддержания сотрудников, потому что только здоровый сотрудник может это делать качественно. Да? Да, поэтому руководитель наш поддерживает именно корпоративную культуру, особенно сохранение, укрепление здоровья. И в 2020 году мы, получается, заключили соглашение с Министерством здравоохранения, и далее у нас была принята наша личная корпоративная программа укрепления здоровья. Ну, она включает, как сказала уже моя коллега, да, получается, такие направления, как именно развитие физической активности, борьба с вредными привычками, поддержание психоэмоционального состояния, ну и, конечно же, мотивация занятий спортом. Вот как это все происходит? То есть у вас есть тренажерный зал, к примеру, да? Вам запрещают вредные привычки, да? Или как? Либо вот вы перечислили несколько пунктов, но хотя бы яркие примеры, вот, чтобы зрители понимали, как у вас налажена работа в этом направлении. Ну, у нас коллектив молодой, поэтому мы основной упор делаем на спорт. И вообще пришли к корпоративной программе через спорт. Да, получается, у нас была своя группа «Бегу с МФЦ». Сначала мы начинали с пешей ходьбы, прошли путь с якутского МФЦ до московского МФЦ, там более 8000 километров пешком, это все фиксировали. Далее пошли уже какие-то физические другие активности, там участие в марафонах, полумарафонах и так далее. Потом, получается, это все начали систематизировать и вот приняли корпоративную программу. Но на самом деле корпоративная программа — это же как бы бумажный документ, а основные мероприятия — это уже, конечно же, создание определенной среды, для которой вот поддерживается здоровье сотрудника. Ну вот смотрите, в частности, мы очень тесно сотрудничаем с Центром общественного здоровья, который у нас проводит медицинские осмотры. Поэтому сотрудники знают, какое текущее состояние у них здоровья, какие-то предпринимаются вовремя меры для укрепления их здоровья. Этот же клуб у нас до сих пор функционирует, он вполне такой активный, ну и, соответственно, проводятся различные мероприятия вот по направлениям корпоративной программы. Анжела Николаевна, вообще в целом по итогам, может быть, вот за 4 месяца почти что полных этого года, сколько организаций уже приняли корпоративные программы? Ну, в настоящее время у нас в республике более 30 предприятий приняли соглашение. Получается, это все подведомственные Минздраву организации и такие крупные предприятия, как Сахатранснефтегаз, Якутская топливно-энергетическая компания, МФЦ наш, ТФОМС, территориальный фонд обязательного медицинского страхования, вот такие вот предприятия. А много ли сегодня предприятий, которые, ну, грубо говоря, по факту тоже реализуют корпоративную программу оздоровления и так далее, просто она у них вот документарно не оформлена? Есть такие предприятия, например, Водоканал, да, с полярными авиалиниями вот, собираемся подписать тоже соглашение. Есть такие. А для всех вот корпоративная программа, она ну, как однотипная, да, вот у всех определенные, да, требования, или вы подстраиваетесь по сферу деятельности? Ну, Минздрав России вообще разработал методические рекомендации утвержденные. Есть утвержденный регламент, а также они могут, конечно, сами уже по своим специфике работы могут добавить. Да. Ну и завершая, наверное, почти что нашу беседу, Анастасия Алексеевна, вопрос к вам, да, ну, в целом, по итогам, вот именно с момента принятия конкретно корпоративной программы уже как юридического документа, как вот эффективность, можно ли оценить эффективность именно этого документа? То есть можно же было и без этого заниматься теми же самыми делами, по сути. Вот что дает вот именно корпоративная программа, как вот Паша сказал, юридический документ? Ну, благодаря, получается, тем
понятиям, такие как индикаторы процесса, индикаторы результата, и у нас есть цифровые показатели именно работы программы. Да? Они позволили вообще посмотреть, сколько человек, например, на данный момент поддерживает физически активный образ жизни, сколько человек бросило курить. Ага. Так. Сколько человек хотели бы бросить курить, да? То есть статистика. Да, статистика. Сколько человек... Метрики какие-то конкретные. Да. И благодаря вот таким метрикам уже понимаешь, да, что вот этот блок, он хромает, вот этот блок нужно подтянуть. Например, на основании того, что мы увидели, что половина курящих хотели бросить это дело. Как выяснилось. Да, как выяснилось. Мы пригласили к сотрудничеству психолога Центра общественного здоровья. И в течение квартала у нас вот проходила групповая работа по избавлению от этой привычки. Паша, наверное, тем, кто после общения с психологом все-таки бросил эту пагубную привычку, премиальные выписали. Ну, кстати, почему бы нет, да? В некоторых тоже местах практикуется, опять же, с точки зрения оздоровления, допустим, сдача ГТО, если сдаешь на значок, тебе там какую-то небольшую Я премию. хотела бы добавить то, что Республиканский центр общественного здоровья оказывает не только методическую помощь, но и консультативную помощь, так как у нас есть узкие специалисты, мы делаем забор холестерина, глюкозы, да, и делаем профилактику неинфекционных заболеваний с помощью анкетирования, выявляем риск сердечно-сосудистых заболеваний и далее направляем к узким специалистам. У нас также есть психолог, диетолог. Вот так. Ну, это вот к вопросу, опять-таки, о профилактике, о диагностике. Да. Все, спасибо большое, что посетили наш утренний эфир. В первую очередь желаем, конечно же, вам и вашим коллегам здоровья. Спасибо. Вот, ну а продолжаем. Одним из относительно свежих нововведений укрепления здоровья работников на рабочих местах — это зарядки на работе. Некоторые предприятия это также практикуют в первой половине дня, как правило, в начале первой половины дня. Все работники прерываются там, на минут 10-15, чтобы провести оздоровительную гимнастику. Ну а если у вас на работе такое не практикуется, то мы за вас тоже рады, почему бы и нет. Но у вас есть уникальная возможность, вы можете это делать каждое утро вместе с нашей программой, ведь у нас есть полезная рубрика. И наши инструктора обязательно научат вас таким несложным, но очень эффективным упражнениям. Всем доброе утро! И мы с вами продолжаем серию функциональных тренировок дома без какого-либо оборудования. Начнем с вами с первого упражнения. У нас с вами будут выпрыгивания. Исходное положение. Ноги на ширине плеч. Мы будем выпрыгивать в динамичный присед. Сели, прыжок. Сели, прыжок. Здесь мы работаем 30 секунд. Ягодицу отводим назад. Живот уводим глубоко между бедер. Плечевой пояс раскрыт, макушка тянется вверх. Следим за дыханием. Темп средний, выше среднего. Далее мы с вами переходим на динамичные ланчи. Опорная нога у нас будет в мягком положении. Сзади стоящая нога уходит назад на носок и возвращается вверх, подкручивая бедро к животу. Хорошо отводим ягодицу назад. Живот уводим в нижней точке на бедро. Вес тела на опорную ногу уходит на пяточку. Тем самым мы больше прорабатываем бедро. На каждый подъем выдох. 30 секунд на одну ногу, 30 секунд на другую. Далее мы переходим с вами на отжимания в узкой постановке рук, уводя локти назад. Отстраиваем корпус, как в положении планка. Колени вместе, можно сделать замочек в стопе. Большие пальцы вместе соединены. Кисть под грудь. Мы будем уводить локти назад и уходить в нижнюю точку. Выдох верхней точки. Выдох. Выдох. Работаем здесь от 15 до 30 секунд. По мере укрепления мышц вы можете увеличивать свое время. Главная задача – уводить локти назад. Амплитуда выхода вниз может быть у всех разная. И завершает данный сет упражнение на мышцы брюшного пресса. Сегодня мы будем прорабатывать боковые мышцы.
выходим в положение планка. Кисть под плечо отстраиваем. Далее уводим себя на локоть, поворачиваем и вытягиваем руку вверх. И делаем амплитудный поворот назад, уводя руку под корпус. Выдох, выдох, выдох. Работаем от 20 до 30 секунд. Если вам сложно работать с двух ног, вы можете увести нижнюю ногу на бедро и продолжать скручивание. Данный сет мы повторяем 4 подхода. И между подходами делаем перерыв от минуты до полутора. Всем хорошего дня! Проведение утренней зарядки по утрам, конечно же, залог энергии на весь день, неоднократно мы это говорим, однако иногда и зарядка не может спасти нас от чувства сонливости в течение рабочего дня. Да, иногда очень хочется, чтобы вместо удобного рабочего стула у нас был удобный домашний диван или того лучше вообще сама кровать еще и с матрасом каким-нибудь ортопедическим и так далее. Ты знаешь, Паша, в этом плане, наверное, везет тем, кто работает из дома, да, но даже такой расклад может сулить неприятности. Например, есть вероятность того, что можете проспать важный момент. Да, какие-то вот созвоны и прочее. Ну а что же делать, если в течение дня вас все-таки не покидает чувство, что вот-вот и сон вас одолеет? Наша команда подобрала несколько полезных советов, как бороться с сонливостью. Иногда конец рабочего дня тянется бесконечно долго. Нас клонит сон, и взяться за что-то действительно важное не получается. Как побороть сонливость и взбодриться на работе? Рассказываем про несколько простых способов. Проветривайте помещение в течение дня. При дыхании человек выдыхает углекислый газ и вдыхает кислород. И если в комнате сидит 100 человек, то количество кислорода быстро уменьшается. Нарушение монотонности. Если вы не работаете на конвейере, старайтесь планировать дела так, чтобы они были разнообразными. Сделали блок однотипных дел, поменяли вид деятельности. Например, можно чередовать телефонные звонки и работу на компьютере. Это дает некоторую иллюзию того, что деятельность меняется. Если вы целый день сидите перед монитором компьютера, то возникает синдром сухого глаза, когда поверхность глаза буквально высыхает. Справиться с этим легко. Каждые полчаса делайте глазодвигательную гимнастику, моргайте несколько раз и смотрите куда-нибудь вдаль, а также делайте упражнения для глаз. Это помогает сохранить зрение. Отрегулируйте освещение. В большом помещении всегда можно сделать что-то локальное на собственном рабочем месте. Так вы можете поставить у себя настольную лампу. Забота о своем здоровье. Не обольщайтесь рекламными обещаниями различных производителей стимуляторов. У них обязательно есть какие-то побочные эффекты, о которых вы, скорее всего, не знаете. Лучше выбрать что-то натуральное, например, чай, а не сомнительный энергетический напиток из жестяной банки. Физические упражнения. Если во время работы вам сложно удерживать сознание ясным, постарайтесь прерваться на перерыв. Найдите место, где вы сможете сделать небольшую физическую разминку. Помогут любые движения, которые вам комфортны и которые не вызовут повышенного интереса со стороны окружающих. Например, можете слегка помахать руками. Очень полезное упражнение для кисти и рук. Сделайте несколько вращательных движений, как будто закручиваете лампочку. Помашите пальцами. Можно резко выбрасывать пальцы в разные стороны и собирать обратно. Разомните то, что можете размять. Руки, мочки ушей, пальцы, кисти, шею, затылок. Отрегулируйте распорядок дня. Можно успеть очень многое, но не в один день. Включите в свое недельное расписание задачи. Уберите из расписания то, без чего вы явно можете обойтись. Тем самым вы успеете все сделать, не затягивая ежедневный отход ко сну. Сонливость на работе – это всего лишь симптом того, что что-то в вашей жизни нуждается в более тонкой и детальной настройке. Не пытайтесь с помощью какого-то чудодейственного совета или препарата решить эту проблему раз и навсегда. Сначала выясните причину сонливости, попробуйте от нее избавиться, а уже потом, если не помогло, перебирайте разные способы до тех пор, пока не получите нужный вам результат. Ты знаешь, Паша, вот глядя на последней картинки, вот примерно такое состояние у меня наступает ближе к второй половине дня. Встаем-то мы рано, мы ранние пташки, а после обеда вот примерно так же хочется лечь на стол и уснуть. Поэтому эти советы я, наверное, возьму себе на заметку. Возьми, конечно, если вот так все. Я тоже взял бы, наверное.
Вот. Но в целом, да, дополнительные физические упражнения, как сказали наши коллеги, это, конечно же, хороший способ справиться с сонливостью. Но под этим можно подразумевать не только спорт, скажем так, в чистом виде, да, а сами по себе активные занятия тоже дают физнагрузку. Например, такое даже красивое явление, как чирлидинг. Кстати, вот малыши-чирлидеры из Ленска готовятся к первым своим выступлениям. Секция была открыта всего лишь 2 года назад. Посещать ее тогда могли только чирлидеры-школьницы. Но с этого года молодой педагог решила набрать деток помладше. И вот что из этого вышло. У нас какая красота, грация и творчество. Давайте посмотрим. Очень интересно. Хорошо сели в саду? Да! Хорошо. Теперь поработаем? Да! Сегодня в танцевальном зале малыши. Девочкам всего по 5 лет. Но несмотря на свой юный возраст, они уже могут делать сложные элементы. Колесо, кораблик, бабочку. Многие садятся на шпагат. Мне нравится делать мостик, шпагат и руску назад. Мне очень нравится к ней на танц ходить. Занятие начинается всегда с разминки. Нужно хорошенько разогреть мышцы, связки и суставы перед тренировкой. Юные чирлидерши идут за ковриками, садятся на пол и послушно ждут своего педагога. Начало тренировки. Девочки внимательно следят за действиями Екатерины Валерьевны. Стараются, повторяют каждое движение. Я делаю кораблик. Мне нравится, несложно. Элементы действительно сложные. Выполнить удается немногим. Но педагог помогает каждой своей ученице. Показывает, как сделать правильно. Носочек. Тяни. Корпус. Выровни. Голова смотрит вперед. Хорошо. После растяжки следует любимая часть занятий. Ее девочки ждут с нетерпением. Движения с помпонами под ритмичную музыку. Екатерина Валерьевна рассказала, что сегодня в основе занятий у самых младших детей с 5 до 6 лет общефизическая подготовка и растяжка. На этом этапе главный принцип – не торопиться. Ведь важно научить маленьких спортсменов базовым элементам и упражнениям, укрепить мышечный корсет и подготовить тело к выполнению более сложных комплексов. Сегодня младшую группу посещают более 20 человек, и желающие есть еще. Новое направление стало очень востребованным. Родители довольны. После нескольких месяцев занятий уже заметен хороший результат. Мы уже ходим 2 месяца, и нас взяли с 5 лет. Маленькие были, 4 даже года, только исполнилось 5 лет. И они уже много умеют. Даже домой она приходит, показывает, что она умеет, что они научились. Танцует, повторяет. И очень с удовольствием идет сюда. У чирлидинга есть 2 направления – спортивный чир с высокими пирамидами и сложными акробатическими трюками и танцевальный чир-фристайл. Именно это направление преподает Екатерина Валерьевна своим воспитанницам. То есть дети на танцплощадке выполняют, получается, элементы акробатические, художественные, такие как, например, кувырок вперед, мостик, шпагат, шпагат в воздухе, вращение обязательно. В этом элементе обязательно нужно делать. Екатерина молодой, опытный педагог. Она сразу нашла подход к малышкам. Это очень важный момент. Она настраивает девочек на преодоление сложностей, благодаря чему постепенно у начинающих чирлидерш многое получается. Видно, что дети прям с желанием хотят заниматься, да, и у них есть талант, они могут на самом деле. Главное не запускать это. Потому что дети хотят танцевать, заниматься и растягиваться в первую очередь. Катя с детства занималась балетом, участвовала во всероссийских соревнованиях, занимала призовые места. На одном из выступлений девушку заметил тренер по чирлидингу и предложил ей сотрудничество с омским авангардом. Болели за наших хоккеистов. Вот. Хоккеистов нужно было обязательно всех знать наизусть, и их номера, потому что кто мало ли забивал гол, да, мы должны были давать, как сказать, аплодисменты, либо танец движений. Нам давали очень много связок, примерно 100 движений мы должны были выучить за месяц. Главное, чтобы хорошо двигаться и чтобы чувствовать ритм движений и синхронность в первую очередь. Со своей командой болельщиц омского авангарда Екатерина участвовала в чемпионате России. Заняли 3-е место. На первенстве в Тюмени – 4-е. Соперниками выступали, вспоминает девушка тогда, 104 команды. Но от серьезных занятий чирспортом девушке пришлось отойти. Она стала мамой. Сегодня ее дочке полгода. Екатерина находится в декретном отпуске, но работает на полставки, ведет кружок. Чирлидинг – неотъемлемая часть ее жизни, которой хочется посвящать хоть небольшой отрезок своего времени. Это вся моя жизнь на самом деле. Я очень
люблю танцевать, и мне нравится с помпонами это делать, да, там можно всякие элементы с ними делать, подбрасывать наверх, ловить одной рукой, вращение делать. На данный момент Екатерина готовит свои группы к итоговым выступлениям, которые пройдут уже в конце мая. Мечтает принять участие с девочками в республиканских соревнованиях. Надеется, что в ближайшем будущем им это удастся. С сентября планируют выйти на полный рабочий день. Занятия у девочек станут проходить чаще, а значит и соревнования станут ближе. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Сегодня в Якутске состоится презентация парциальной программы по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста «Родничок». Как в современных условиях развивать патриотизм среди дошкольников и на что нужно обращать внимание? Ведь это тот возраст такой самый интересный, именно в этот момент формируется личность. Об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем, кандидатом педагогических наук, доцентом Татьяной Никифоровой. Татьяна Ивановна, доброе утро. Доброе утро. Ну, как отметили сегодня, презентация состоит. Вообще расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, да, почему, что, программа «Родничок», почему такое название, во-первых, и вообще, что означает слово «парциальное»? Парциальная программа «Родничок», она направлена на формирование патриотических чувств детей дошкольного возраста. Ведь мы с самого начала должны воспитывать в детях культуру, любовь к традициям. И наша программа, она направлена как раз-таки на эти основные моменты, которые должны быть заложены в детях до 5-летнего возраста, до школы. Да? И тогда мы действительно воспитаем таких людей, которые будут любить свою родину, чтить своих предков, семью и, в общем, всю нашу большую родину. А что такое парциальная программа? Парциальная программа. В 2022 году у нас была принята федеральная общеобразовательная программа в сфере дошкольного образования. Она является единой как бы для всех регионов, для всех дошкольных образовательных организаций, которые именно вот реализуют дошкольное образование. И для того, чтобы показывать свою уникальность региона, допустим, да, какие-то особенности, учитывать особенности развития детей региона. И с этой целью и разрабатываются парциальные программы. Они являются вариативной частью содержания дошкольного образования. Собственно, про главную цель мы поговорили, да, что это патриотическое воспитание дошкольников. Говоря о, собственно, людях, да, на кого программа рассчитана, в чем особенность, может быть, современных детей и учитывались ли эти особенности при разработке программы? Да, вот наша программа, она была разработана в рамках деятельности лаборатории детства. И здесь в течение нескольких лет реализовывалась программа «Растем с Якутией». И проводились лонгитюдные исследования развития детей, именно вот современных детей, в современных реалиях. И на основе вот этих полученных результатов и была создана наша программу. Но какие мероприятия проводятся в рамках этой программы? То есть, ни для кого не секрет, что программа это вот просто как бы такой официальный, да, можно сказать, документ, но практически как дети могут окунуться что в родничок. В программу, в родничок, да. Через что будет взаимодействие? Ну, во-первых, в течение этой недели мы обучали тех людей, которые будут реализовывать эту программу. То есть проводились курсы повышения квалификации для педагогических работников дошкольного образования. Как раз они и будут реализовывать эту программу на местах. И вы спросили, да, вот в каких областях. Мы не можем сказать, что только в одной деятельности мы можем воспитать патриотичность. Поэтому дошкольный возраст, он охватывает все виды деятельности. Да? И наша программа, она пронизывается
именно вот жизнь детского сада и охватывает все стороны. Ну, то есть, допустим, это будут какие-то конкурсы, да, чтецов, да, это что, это какие-то мероприятия, там, сценки, сказки, да, презентации? Конечно. У нас на сегодняшний день уже выявились 10 ресурсных детских садов, которые будут опробировать вот эту программу и распространять программу, да, и в рамках этой деятельности действительно будут и конкурсы и для детей, и для воспитателей. Ну, вот таким образом. Ну, то есть родители скоро начнут активно заниматься со своими детишками по программе «Родничок». Знаешь, это выучи стих, сделай подделку, вот, наверное, да, там презентацию подготовь. То есть совсем скоро вот 10, да, вы сказали, детских садов, да, уже да, будет? уже 10 ресурсных Ну, в принципе, садов. в детских садах это всегда было, в смысле, а понятно, сейчас в другой будет тематике. вдвойне, «Родничок» сделается. Вот, ну и, наверное, да, помимо вот этой парциальной программы, еще какие-то программы, может быть, предусмотрены параллельно ведущие? Может быть, не конкретно там на патриотическое воспитание завязанные, а в целом? Ага. Но, как я уже сказала, в 2022 году уже была принята федеральная общеобразовательная программа. Она единая. Это примерная программа для всех образовательных организаций. И каждая дошкольная организация, она сама на основе вот ФОП разрабатывает собственную программу. И основная инвариативная часть, то есть 60%, это в содержании уже предусмотрено федеральной программой. А 40% это мы можем внести свои какие-то вот методические разработки, допустим, в соответствии с возможностями детского сада, учитывающие наши, допустим, вот, культурные ценности и так далее. Да? И есть разные наша лаборатория, в том числе, да, она разработала уже несколько разных методических пособий, комплексов, да, например, по изобразительной деятельности, по физкультурному образованию, да, и вот сегодня мы презентуем вот парциальную программу по патриотическому воспитанию. Спасибо большое за то, что вот разрабатываете такие программы, потому что это все во благо, в первую очередь, нашего подрастающего поколения, наших деток. Ну и, конечно, надеемся, что вот все-таки патриотическое чувство, да, оно будет, знаешь, в каждом ребенке с малых лет, а дальше будет приумножаться, и в целом мы получим хорошее такое поколение очень любящих свою родину детей. Хорошее, здоровое, патриотичное поколение. Спасибо вам большое. Да, ну, а как бы между тем, современный мир, в котором мы живем, его невозможно представить без представителей рабочих профессий. Несмотря на то, что живем мы в век цифровых технологий, специалисты, работающие руками, до сих пор остаются востребованными. Неудивительно, вряд ли в обозримом будущем может появиться какой-то цифровой сервис, который сам бы мог, например, заменить живого электрика, строителя, слесаря и прочих представителей рабочих специальностей. Также вряд ли хорошие рабочие могут появиться без хорошего наставника и преподавателя, который научит всем тонкостям работы, коих тоже немало. И сегодня в рубрике «Моя профессия» мы расскажем о работе преподавателя техникума. Меня зовут Анохова Алена Вячеславовна. Я мастер производственного обучения в Якутском коммунально-строительном техникуме. Я училась в 10 школе, закончила школу с золотой медалью. Еще в школьное время на республиканской олимпиаде я выиграла первое место по психологии и педагогике, и тогда уже поняла о том, что, наверное, это все-таки моя сфера, я все-таки буду педагогом. Но потом, как-то обсудив с семьей, я решила, что лучше продолжить династию и поступила в коммунально-строительный техникум по специальности теплоснабжение и теплотехническое оборудование. Здесь уже я поняла о том, что это все-таки мне нравится. Я хочу готовить ребят, рассказывать, передавать свой опыт, знания. И мне предложили остаться в коммунально-строительном техникуме на должность мастер производственного обучения. Я с радостью согласилась, подумала о том, что я совмещу две свои сферы, свои мечты, которые хотела реализовать, и это получилось. Я люблю свою работу за то, что я могу узнавать что-то новое от ребят, выбирать новые методики, индивидуально с каждым заниматься. Сложности бывают в основном, конечно, в индивидуальном подходе, но я думаю, что это зависит от каждого мастера производственного обучения, так как найти подход к ребенку всегда можно.
научить его всегда можно. Не бывает ребят, у которых что-то не получится. Просто нужно его научить этому. Это самое главное, я считаю. Ребята у нас всегда учатся не только сразу к практическому занятию приступая, но также и проходят этапы теоретического обучения, что непосредственно важно, потому что именно теоретическое обучение дает первоначальные навыки, чтобы начать заниматься практикой. На практических обучениях ребята гнут трубы, нарезают резьбы. Каждый мастер, я думаю, также должен непосредственно заниматься, подкреплять свои знания. То есть, если вы умеете это делать, вы должны постоянно в этом практиковаться. Нельзя просто один раз показать, например, с ребятам, как это делать, и все, и отпустить. Вы должны постоянно себя тренировать, чтобы вы были всегда в физической форме, во-первых. Во-вторых, вы всегда никогда не потеряли навыки. В своей профессии, я считаю, не бывает распределения, что вот мужчины только может быть, девушек не может быть, это не девичья, так скажем, профессия. Нет, на самом деле это все зависит индивидуально от каждого. Ведь девушки бывают и сварщики, и крановщики. Просто-напросто я считаю, что если у человека есть желание научиться, он научится. Есть желание в этой профессии работать, он будет работать в этой профессии. Вот как бы востребованность рабочих профессий остается и долго еще будет оставаться. А вчера мы, кстати, с нашей гостью узнали, что у нас в Якутии востребованы специалисты кинематографа определенных жанров, потому что, не жанров, а определенных именно направлений кинематографа, потому что якутское кино развивается, а как бы сейчас можно тоже принять в этом замечательное участие, получить и свою квалификацию, декорации делать и так далее. Ну и плавно, Паша, мы переходим. Конечно, сегодня четверг, и в мире ничего не изменилось, поэтому в этот же день продолжает оставаться днем кинопремьеры, и в нашей программе тоже ничего не поменялось. В четверг мы рассказываем в нашей киноафише, какие фильмы уже сегодня можно смотреть на больших экранах, хотя большинство, скорее всего, смотреть их будет в ближайшие выходные, благо они будут очень длинными, можно хоть весь кинопрокат, весь ассортимент пересмотреть. Так, в преддверии Дня Победы на экран выйдет очередная работа Великой Отечественной. С сегодняшнего дня можно самим увидеть работу якутских кинематографистов, завоевавших гран-при международного кинофестиваля «Золотой ворон» в Анадыре. Не обойдется и без леденящего кровь фильма ужасов. Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. Он ищет на полях сражений немецкие награды, каски и продает за бешеные деньги. Сергей – врач скорой помощи. Его лучший друг, немец Пауль, раньше перегонял машины в Россию из Германии. Так они и познакомились. У Пауля есть и еще одно увлечение – антиквариат. Он черный копатель. Ищет на полях сражений немецкие награды, каски, оружие и продает их за бешеные деньги. Однажды во время раскопок друзья находят засыпанный блиндаж, который переносит их в 1941 год и сталкивает лицом к лицу с войной. С бойцами, чьи имена они еще утром видели на могилах. Я не смогу их оставить. Ты умрешь, понимаешь это? Они тоже это понимают, но они не бегут. Русские герои. 13-й день в этой адской школе. Старшеклассники с особым цинизмом измываются в школе над новичком Алексом. Единственное спасение он видит в подружке Мэгги, такой же новенькой, как и он. В один прекрасный день Алекса принуждают принять участие в таинственном спиритическом сеансе, который идет не по плану. Вскоре участники начинают погибать один за другим. Жуткие подробности происшествий держат в страхе всю школу. И только Алекс и Мэгги могут остановить потревоженных призраков. Мой отец был знаменитым медиумом. Режиссер трилогии ужасов Данур Ави Сурьяди переосмыслил корейский мистический триллер «Шепчущиеся коридоры» 1998 года. И сделал это, по мнению критиков, гораздо лучше оригинала. Глубоко прописанные характеры персонажей, дополнительные сюжетные повороты, завораживающие жутью спецэффекты, а также усиливающая пугающий эффект музыка. Рики Леонарди погружают в историю без остатка и держат в напряжении до самого финала. Iya, ini kangen-kangen kawin tuh kada.
В народе говорят, человек, увидевший танец стерхов, обретает счастье, внутренний покой и гармонию. Маленький Ваня, вернувшийся спустя 10 лет домой инвалидом, впервые знакомится с самым родным человеком – мамой. Как гром среди ясного неба в дверь семьи стучится смерть и разлучает сына с матерью. Танец стерха. Только он на мгновение может воссоединить семью, и храбрый Ваня делает то, что сделал бы каждый из нас на его месте – сделать невозможное, чтобы увидеть маму. Сказка, вплетенная в суровую реальность, уже сегодня на больших экранах. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. В середине марта прошли трехдневные выборы президента России. В Федерации в результате победил действующий глава государства Владимир Путин. За него отдали голоса 87,28% избирателей. По традиции 7 мая пройдет инаугурация президента. В этот день он официально вступит в должность и будет занимать пост до 2030 года. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, в 2024 году в церемонии инаугурации будут присутствовать небольшие нюансы. С 2000 года торжественная церемония проходит в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. О гостях на 2024 год пока неизвестно, но в 2018 году на торжественное мероприятие было приглашено около 5000 человек. В России стартовала акция памяти «Георгиевская лента». Жители Дальнего Востока стали одними из первых, кто присоединился к празднованию акции памяти «Георгиевская лента». На кадрах можно увидеть, что в акции приняли участие десятки добровольцев, которые хотят напомнить россиянам о подвигах солдат во время Великой Отечественной войны. Памятная акция приурочена ко Дню Победы, продлится до 9 мая. Она будет проходить не только в российских регионах, но и более чем в 30 странах. Время работы маршрутных автобусов сократят в Якутске с 27 апреля по 1 мая. Согласно расписанию городского транспорта, в воскресенье и праздничные дни сокращается количество автобусов и увеличивается интервал между рейсами. Первые автобусы приезжают на линию с промежутками между 7 и 7:30. Интервалы составляют от 8 до 20 минут. В вечернее время работающие дежурные автобусы. Мы продолжаем говорить о Днях Якутии в Казахстане. Так, в Астане в рамках культурной программы развернулась целая выставка народно-прикладного искусства и культуры. Выставка продлена на несколько зон, одна из которых называется «Культ коня в культуре народов Евразии». Причем о культе коня мы здесь говорим не случайно, и по сей день лошадь занимает очень почитаемое место в культуре тюрков. Для нас это очень ценно, мы ценим такое сотрудничество. Хочется, чтобы оно еще продолжалось дальше, я думаю, так и будет. Поэтому мы всегда помним, что корни, тюркские корни казахского народа, якутского народа имеют общие корни, тюркские корни. Поэтому вот эта связь, изучение глубинных пласт истории для нас обоих стран, обоих народов очень важно. Я очень рад, что вы приехали. Надеюсь, что когда-нибудь теперь будет и выставка достижения культуры Казахстана и в Якутии. Дружелюбие и честность россияне назвали критерии идеального коллеги. Исследования показали, сколько россиян могут назвать своих коллег идеальными, а также по каким критериям они делают такие выводы. Выяснилось, что лишь треть россиян считают своих коллег таковыми. Остальные респонденты не могут назвать своих коллег идеальными. Среди тех, кто отметил идеальность своих товарищей по работе, выделили их профессионализм, это 82%. Также рассказали о таких качествах, как дружелюбие, это 63%. Честность – это 61%, и помощь другим – 50%. 46% респондентов отметили чувство юмора, 43% – высокую трудоспособность, открытость, а также чистоплотность. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале.
Спасибо большое нашим коллегам из новостного отдела. Ну а главной новостью следующей недели и через неделю это, и конечно... это уже как бы, потому что она закончится, и все, вот, и все случится, все начнутся. Праздники. Длинные выходные, очень длинные, очень длинные. Как пройдут наши долгие выходные? Первомайский парад состоится или нет? Какие мероприятия уже намечаются? А что, может быть, будет нового? Это все мы узнаем у нашего гостя. И у нас в гостях заместитель начальника управления культуры городской администрации города Якутск Юлия Лазарева. Юлия, доброе утро. Доброе утро. Да. Ну, с нетерпением ждем информацию, да, потому что про... Ну, впереди нас ждут длительные выходные, как мы уже сказали, да, и как бы, а что мы будем в эти выходные делать? Да. Зачем они нам Зачем нужны? они, что нам делать, да? Да. Действительно, нас ждут очень длительные выходные и всеми любимые праздники, тоже не за горами. Это 27 апреля, День Республики Саха-Якутия, и 1 мая, праздник весны и труда. Мы подготовили очень обширную программу, она насыщенная, и разрешите мне от сегодня наших телезрителей поздравить с наступающими праздниками, с наступлением долгожданной весны, пожелать вам всем, конечно же, здоровья, тепла и удачи. Угу. Возвращаемся к праздникам. Да. Вот первый, 27 апреля, вот уже буквально послезавтра. Да. Значит, 27 апреля – это одна из важнейших дат в истории нашей Якутии, все мы это знаем, и у нас непосредственно в нашем городе состоятся очень разные мероприятия, самые разные направленности. Это, конечно же, и субботники, и мастер-классы, и концерты, и выставки, и так далее, и так далее. И, например, завтра, уже в преддверии Дня Республики, в Центре культуры и современного искусства имени Юрия Алексеевича Гагарина состоится очень интересный тематический вечер. Называется «Якутия. Прекрасная моя» в 17:00, поэтому приглашаем всех вас. Вход бесплатный? Конечно, конечно. А 27 апреля у нас начнется непосредственно с традиционного возложения цветов к памятникам наших выдающихся политических и государственных деятелей Якутии. И после этого в 12 часов на площади Орджоникидзе состоится праздничный концерт силами художественной самодеятельности. Это наш окружной центр народного творчества. Также в этот день состоится флешмоб на исполнение гимна Республики Саха-Якутия. Интересно. Да. Новенькое. Да. И, конечно же, завершится все традиционным круговым танцем асохой. Очень интересно. Несмотря на ограничения, которые введены в этом году, да, ну, по различным обстоятельствам, да, это и пандемийные ограничения, и антитеррор, да, вот все-таки празднику быть. Да. Хорошо, да, отлично. Это будет. Дальше, вот, День Республики отгремел. Так. Мы немножечко отдохнули. Пару деньков. Отдыхаем. И тут, что? Неожиданно, 1 мая. как будто бы 1 мая. Да. Действительно, время вносит свои коррективы в организацию праздника. И если мы вспомним недалекий 2022 год, то сразу же на ум приходит самая масштабная демонстрация, которая была у нас по всему Дальнему Востоку. Приняло участие более 45 тысяч человек в тот год. И мы с вами воочию могли увидеть, как действительно очень хорошо подготовились наши участники. Да? Они шили костюмы, они, значит, украшали машины, делали транспаранты и так далее. Но в этом году, несмотря ни на что, мы все равно подготовили праздник для наших горожан и гостей столицы. На 2 площадях, это площадь Дружбы и площадь Орджоникидзе, состоится у нас мероприятие. С 13 часов на площади Орджоникидзе пройдет концерт художественной самодеятельности, концерт Дворца детского творчества, и также выступит Центр культуры «Сергеляхские огни». Завершится все, конечно же, нашим праздничным асохой. А на площади Дружбы у нас с вами ждет концерт солистов театра оперы и балета. Также выступят, значит, культурная самодеятельность, Национальный центр медицины имени Ефима Николаевича, Михаила Ефимовича и Николаева. И также, значит, состоится концерт детского подросткового центра. Помимо этого, на 2 площадях для наших ребятишек и молодежи будет работать игровая программа. И обязательно, какой же праздник без еды? Поэтому будут работать торговые точки, где каждый сможет перекусить, попить чай горячий, потому что погода, возможно, будет прохладная. Поэтому всех обязательно ждем и приглашаем. То есть первомайская атмосфера будет? Будет. Вот, кстати, про первомайскую атмосферу хотел такой вопрос задать, что все-таки вот демонстрация, ее 2-й год уже не будет проводиться, все-таки вот сама демонстрация, сама процессия, скажем так, это больше прерогатива была трудовых коллективов и так далее. А для трудовых коллективов какая-то вот альтернатива в этом году имеется? Я знаю, что профсоюзы готовят определенную программу для трудовых коллективов, они разрабатывают свои положения, и на их сайте можно познакомиться абсолютно с каждой конкурсной программой. Юля, а что касается, допустим, жителей пригорода, да, ну,
допустим, отдаленных, да, районов, а смогут ли они отметить с таким же настроением этот замечательный праздник? Да, они обязательно его отметят, потому что во всех, ну, почти во всех округах и пригородах есть наши подведомственные учреждения управления культуры. Это наши клубы, наши библиотеки. Очень насыщенную программу они подготовили. Например, если взять, да, Центр культуры у нас есть Тускул в селе Хатасы. Там будет, значит, необычное тоже мероприятие, презентация книги имени Харлампиевой Марии Илларионовны. Она была труженицей, активисткой, многодетной мамой, и в свое время она разработала проект возрождения национальной кухни якутской. Например, в Табаге, в сельском клубе «Искра», подготовлены мастер-классы, где ребятишки могут сделать голубь мира. Или же, например, научиться, как украшать красиво окна на майские праздники, что тоже, да, в последнее время у нас с вами входит. Да. И плюс они с родителями могут сделать поделки из вербных веточек. И, конечно же, если вы тоже в курсе, в Табаге у нас есть замечательный вокальный ансамбль «Зоренька», они обязательно выступят для всех жителей. Спасибо, да. Праздничным настроением никто обделен не будет. Программа очень насыщенная. В каждом пригороде и в клубе будет что-то происходить, поэтому с полной программой знакомьтесь на сайте Управления культуры. Спасибо большое, Юлия, за все-таки проделанную такую работу, да, потому что действительно праздник, он всегда остается праздником. И несмотря на какие-то моменты, которые у нас сейчас, да, происходят, все равно люди ждут с нетерпением. Это и весна, и весеннее настроение. Ну, и им это настроение обязательно подарят. Ну, праздновать уже начнем уже со завтрашнего вечера. И самое главное, дождаться завтра. Ну, а сегодня хорошего вам дня и отличного настроения. Всего доброго.